Я к воротам бежал, спрыгнув в воду еще до причала, и полсотни чеченских бойцов вверх по склону бежали со мной. Когда там, где душили веками молитвы и стоны, заскрипели засовы и ржавые петли двери, он стоял с твердым взором, высокий и бледный в оковах, но вид у него был такой, что казалось, вчера завели. Я к нему подошел и обнял, как любимого брата, как сын обнимает отца после долгих тяжелых дорог. И, уткнувшись в плечо, я заплакал, как плакал я в детстве когда-то. Потом молча сказал: это сделать я раньше не смог. А он, чтобы кашель его не прервал, мне сказал осторожно: это сон твой, ты здесь лишь во сне, в своих сонных красивых мечтах. Но запомни, в каком бы глубоком подземелье ты ни был, нет темницы для духа, если его освещает Аллах.